Сегодня у нас в студии Белла Капарова. Добро пожаловать! Я очень рада быть сегодня на этой встрече. Как вы начали свой профессиональный путь? Где только не работала, начиная от органов местного самоуправления, заканчивая в сфере НПО. Как говорить, как действовать? Когда мы обеспечиваем ребенку вот это самое чувство безопасности, тогда человек может как личность развиваться дальше. Всегда имеешь право сказать «нет». Нет на то, что тебе не нравится. Есть ли истории, которые лично вас тронули? 10, наверное, женщин, клиентов нашего центра. В прошлом году она была признана десятка самых успешных женщин-предпринимательниц Кыргызстана. Что значит быть опорой? Это не просто помогать, это создавать систему, где дети чувствуют себя в безопасности, женщины обретают независимость, а девочки учатся говорить вслух. Сегодня у нас в студии Белла Капарова, директор Центра помощи детям Тереки. Женщина, которая каждый день работает с детьми, с женщинами и семьями, чтобы они чувствовали безопасность, поддержку и могли начать новую главу в своей жизни. Добро пожаловать, Белла Капарова. Здравствуйте. Я очень рада быть сегодня на этой встрече. И я надеюсь, что наша встреча будет полезна не только для нас, но и для тех, кто будет это слышать. Да, я абсолютно уверена в этом. Мы сегодня здесь для того, чтобы вы поделились своим опытом, своими знаниями, чтобы слушатели и слушательницы смогли вдохновиться вашей историей жизни. Белла Капарова, начнем с того, что вы приехали к нам с Каракола. Да, я приехала из Каракола. Это мой родной уже город. Я в нем живу более 30 лет. Я там становилась, получала образование. И вот по мере возможности сейчас что-то пытаюсь сделать, какой-то вклад в его развитие. Изначально вы получали образование в университете. Да, да, я закончила наш Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстянова по специальности учитель биологии, географии и экологии. После университета я работала там же, осталась на кафедре физиологии, анатомии животных и даже занималась научно-исследовательской деятельностью по качеству воды. И вот хочу прям сказать, что наши исследования показывали, что наши естественные воды у нас в нашей области, они очень чистые. Можно даже, как говорили ученые зарубежные, которые приезжали, они говорили, можно прям ставить у берега реки лабораторию, то есть не лабораторию, а цех, и заливать воду в бутыли и продавать. Она чистейшая. И хотелось бы, конечно, чтобы и спустя много лет она оставалась такой же. Ну, это очень интересно. На самом деле можно под брендом Кока-кола продавать чистейшую воду, да? Но не зря все ездят в Каракол, да, для того, чтобы увидеть прекрасную природу Каракола, познакомиться с местными людьми, которые, насколько я знаю, всегда интеллигентные, высокообразованные люди. Спасибо. Расскажите о том, как вы начали свой профессиональный путь. На самом деле мой профессиональный путь, он такой разносторонний. Я много где работала, много с кем работала. Как я уже сказала, начинала я в университете. Затем был тяжелый путь, тяжелый период в моей жизни, когда я выпала из всех сфер жизни, когда я потеряла вот тот самый внутренний стержень, о котором, да, все сейчас говорят, это такая популярная тема. И это было очень тяжело. И это заняло очень много времени, очень долгий период был тяжелым. Но потом, благодаря стечению обстоятельств, благодаря тому, что в моей жизни очень часто встречаются хорошие люди, добрые люди, мне удалось выйти из этой ситуации. Мне удалось выйти, и я где только не работала, начиная от органов местного самоуправления, заканчивая в сфере НПО. Вот, и, ну, все мои работы, они так или иначе были связаны с людьми. Всегда в центре внимания, в центре моей работы были люди. Это отношения. Вот в этот терек я также попала по конкурсу, и уже 11-й год работаю там, представляете?
А 11 лет — это на самом деле большой срок. И, когда я изучала деятельность вашей организации, я увидела огромные результаты, да, о том, что когда вы начинали, практически не было специалистов, которые могли бы помогать детям, психологическая помощь, в предоставлении там юридической помощи и так далее. Поделитесь вот своим периодом работы в местном самоуправлении, да, и как так получилось, что вы перешли именно в, социальную сферу, социальная помощь, да, в эту организацию? Какие проекты вы реализовывали? Как я уже сказала, что я работала, в университете и, работала заместителем директора Центра медицинских программ. И, уже тогда мы работали с молодежью, да. Моя часть была внеучебная часть, то есть работа с этими студентами. И моим, непосредственным начальником был Аджибеков Чынбек Абдраевич. Это был очень такой амбициозный молодой человек. Он был очень требовательный. У него всегда в речи были такие нотки саркастические, но с ним было очень тяжело работать, но при том при всем при нем невозможно было не развиваться, потому что он требовал, 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 и мы вынуждены были, подтягиваться, да, под стандарты, которые он требовал. Вот, и, как я уже сказала, наступил какой-то момент в моей жизни, когда я ушла с работы, я очень долго не работала. И вот, и через 10 лет, аж через 10 лет, вот этот самый Чернобек Абдраевич, он позвонил мне и сказал, что ему требуется моя помощь. Он пригласил меня на работу, поскольку сам стал председателем городского Каракольского городского кенеша, и, пригласил меня на работу ответственным секретарем. К тому времени, к сожалению, я выглядела плохо, я не развивалась, я растеряла все свои знания, навыки, как мне тогда казалось. Он сказал: "Нет, ничего не знаю, приходите и работайте". И это требование, оно так прозвучало из его уст, что я просто взяла и заставила пойти. Вот, и это была, работа очень трудная, местное самоуправление, власть местная. Для меня это была абсолютно абсолютно новая сфера. Но мы с ним, в тандеме получилось у нас сделать какие-то маленькие реформы, да, вот в пределах этого, городского кенеша. Я помню, мы тогда стали писать электронные письма. До этого все было, как, знаете, носили на бумажках туда-сюда по кабинетам. Да, мы провели интернет. а, вот такие вот вещи, да, простые, как бы, да, базовые такие, но, это помогало как бы, усовершенствовать, да, работу, сделать ее более эффективной, более быстрой, более адресной. Вот, и пошло-поехало, как-то получилось у нас. Вот, и тогда я стала, знаете, вот в это время, когда я там работала, я уже не помню, какая международная организация, она приехала для того, чтобы помочь местной власти разработать, местную стратегию, социально-экономического развития. Это был хороший очень инструмент, там собирали людей, делали опросы и так далее. И, встал вопрос о, гендере. Гендерные вопросы были подняты. И я помню, я там сидела, а, очень много мужчин и где-то две-три женщины. И вот, этот модератор спрашивает: "Насколько эта тематика вам важна?" И я говорю, Это какие годы были? это был 95-й, наверно, 97-й год. И я говорю: Нет, говорю, я не знаю, у нас, наверное, нету таких проблем, потому что я смотрела сквозь свою призму. Я была замужем, у меня был очень хороший кайната, очень хороший муж, очень хорошие кайнага, которые всегда помогали, всегда прислушивались к нам. И у нас в семье, моего мужа такого не было, да, какого-то подавления и так далее. Я говорю: "Нет у нас таких". Я думала, что у всех нет таких проблем. Я говорю: "Я могу свободно учиться". Я ходила на занятия, оставляла ребенка дома. И, семья моего мужа это все нормально воспринимает. Все, вот настолько было у меня такая гендерная чувствительность, да, гендерная компетентность вот такая была, да. И вот это было больше 20 лет назад, да, около 30 лет назад, и я думала вот так. Вот, но потом, когда уже, пришлось над этим работать документом глубже, я стала понимать, что, оказывается, то не я одна на свете есть.
в городе этом. Да, не только моя семья, есть еще другие. И вот так вот стало расширяться мое видение. Ну и, к сожалению, местная власть — это такая штука, которая меняется, да, все время в зависимости от выборов. И тогда моя работа закончилась, меня перевели в детский дом. Детский дом Ирада, он был только в плане, как проект, меня направили туда, и я поднимала его с нуля. Я разрабатывала документацию, в том числе техническую, мы делали там ремонт и так далее. И вот тогда я увидела проблему детей. Я увидела, какие у нас есть дети. Я попала в проект, который реализовывал Альянс по репродуктивному здоровью, который возглавляет до сих пор, по-моему, Галина Эдуардовна Черкина. Это еще одна личность, которая повлияла на мое развитие, на мое становление. А иногда я даже сейчас ловлю себя на мысли, что очень многие вещи, которые я делаю так, как она это делала. Я очень многому у нее научилась. И в этом проекте он назывался «Безопасный аборт и планирование семьи». Да, это была тогда проблема 30 лет назад. Аборты были небезопасны, к сожалению, но и они оставались основным как бы методом регулирования рождаемости. И это очень печальный опыт. Это очень нежелательный опыт. Поэтому нужно было переходить на современные методы прерывания беременности. Как бы ни говорили люди, да, что прерывание беременности — это плохо, это грех и так далее, но тем не менее регулировать рождаемость нужно уметь. И наш проект был как раз-таки направлен на то, чтобы внедрять безопасные методы прерывания беременности. В этом проекте я проработала несколько лет, 7-8 лет. И И я думаю, что именно в это время, у меня раскрылись, наверное, если можно так сказать, какие-то, способности, какое-то чутье, да, какое-то, понимание, себя. Вот тогда я поняла, что вот эта примерно сфера — это моя. Там, где нужно работать с людьми, где, нужно уметь информировать людей, консультировать о чем то. Но боюсь я этого слова, помогать. Мгм. А почему? Помогать, но это всегда для меня звучит, как будто бы я такая большая, да, и что-то делаю для кого-то маленького. Вот у меня такая ассоциация. На самом деле, я такая же маленькая была, да, то есть на равных, по принципу равный равному, да, я такая же женщина, как и другие, которые приходили. Я такая же была девочка, как и другие девочки, которые приходили туда. Я тоже проходила в этой обуви тот путь, по которому они попадали к нам в клинику. Ну и вот, в общем, а, я набралась очень много опыта, очень много знаний. Мы постоянно обучались. Обучались тому, как разговаривать с людьми, с женщинами, с сельскими женщинами, а, с девочками, да, с образованными, необразованными. Это вот этот этап жизни, он очень-очень продуктивный вот, в моей профессиональной сфере. Я очень благодарна этой организации, очень благодарна лично Галине Чиркиной за то, что я встретила их и имела возможность вот это все, всему этому научиться. Этот проект, он так хорошо прижился в городе, и уже моя роль как менеджера этой клиники, она, ну, как бы свелась к нулю, а, потому что я считаю, что любое дело, оно должно а, на первых порах как-то поддерживаться, а потом должны быть уже наезженные рельсы. Да, и эта клиника тоже, она, кстати, я могу сказать, что она заняла мы заняли первое место по всем клиникам этого проекта по всему миру. Но по всему миру или по Кыргызстану? У этого проекта были такие клиники по всему миру, и они периодически проходили оценку экспертов. И вот этот наш проект, наша маленькая клиника в Караколе, она заняла лидирующее положение по э, Результативности, да? результатам оценки стандарта качества. Это про качество. Вот что такое Ну, качество это услуг? здорово. Да, я тоже тогда поняла, что если ты приходишь в клинику, в поликлинику, да, вот ССМ, то я имею право как клиент на туалет, на бумагу в туалете, на доброжелательные отношения, на информирование, да, и так далее, и так далее. То есть вот я же говорю, это бесценный опыт не только как для профессионала, но и как просто для человека, как для гражданина.
Это был колоссальнейший опыт. Ну и вот, и эта клиника встала на свои рельсы, там уже не нужен был какой-то руководитель, все было налажено, все было автоматизировано в плане вот профессиональных отправлений, да. Вот, и потом, и тут объявили конкурс, местная власть объявляет конкурс на директора Центра помощи детям, пострадавшим от насилия. Вот так звучало. Ну, я его прошла, конечно. Это не похоже сейчас на хвастовство? Нет, нет, это не хвастовство на самом деле. Человеческий ресурс на самом деле очень важен, да. И учитывая тот багаж знаний и опыта, который вы получили в качестве менеджера, на самом деле для а, той стороны, которая заполучила вас, да, я считаю, это успех, успех, да, удача, удача, я бы сказала, да. Наверно, спасибо. Ну и, в общем, я попала таким образом в новый проект, но это проект, нечистой воды, да, НПОшный. Это, эти центры были созданы на основе меморандума многостороннего. Его создавали при поддержке, посольства Великобритании, правительства Кыргызстана, Министерства социального развития и труда. И всем этим занимался общественный фонд Лига защитников прав ребенка, Назгуль Турдубекова, как вы знаете. И это еще один человек, который привнес очень много в мою жизнь, и которому мне тоже хочется говорить всегда, всю жизнь большое-большое спасибо. И мы были предназначены именно для работы с такими детками. Почему в Караколе? Потому что в 2011 году ЮНИСЕФ провели свое исследование как раз-таки на предмет жестокого обращения с детьми. И как оказалось, что наибольшие показатели были в Бишкеке, потом в Караколе и потом в Тюбском районе. Поэтому в первую очередь было решено открыть эти центры там. Параллельно с нами я занималась открытием и Тюбского центра помощи детям. И вот таким образом мы начали свою деятельность. В рамках этого проекта мы посетили Сербию и посмотрели, как обстоят дела там по защите детей. Это было более 11 лет назад, но я скажу, что их система уже тогда была такой устойчивой, такой конкретной, такой обозначенной. И как на местном уровне, так и на государственном уровне. Мне очень нравится. Я до сих пор помню, что инспекция по делам несовершеннолетних у них является совершенно самостоятельной структурой. Она, конечно, в структуре МВД, но она имеет больше самостоятельности. У них даже здание отдельное и другие требования к сотрудникам. Вот они все ходят в рубашках, в джинсах. То есть нету вот понятия, да, что вот формы, да, да. Они все обучаются основам психологии, основам психологического консультирования, так, чтобы любая встреча с любым ребенком в любой ситуации, она была полезной для ребенка, а не виктимизирующей. Когда я стала директором, я сама не очень хорошо понимала, потому что даже когда мы были в Сербии, нас повезли показать детское учреждение интернатного типа. Оно не было вот таким, как у нас. Вообще, я считаю, что это вот такой передовой опыт. Для Кыргызстана это передовой опыт, что мы внедрили вот такие центры, где дети приходят и получают услуги и уходят по необходимости. Мы не отрываем их из семьи, не вырываем, да, а вот работаем. И это как бы обусловливает необходимость работы не только с ребенком, но и с семьей. То есть воздействие идет двойное на ребенка и на семью. И это, конечно, дает свои плоды. То, что мы финансируемся из местного бюджета, это заслуга местной власти. А вот то, что уже мы проводим вот такие различные виды деятельности, пришлось очень долго доказывать, что вот просто там сидеть в центре и кого-то принимать, если придут, а если не придут, то что мы, правда, мы сидели полгода почти без работы. Потому что мало кто о нас знал, мало понимал, кто, зачем мы созданы, было непонятно. И тогда мне прям стало очень внутри какое-то, да, чувство ненужности какой-то, вот что мы здесь делаем, да, вот вопрос, что мы здесь делаем. Благодаря детскому фонду ООН в Кыргызстане, ЮНИСЕФ, мы реализовали свой первый проект.
поинформирован. Просто мы бросили очень много сил на то, чтобы проинформировать людей, общественность, организации, детей, что мы есть и для чего мы есть. И тогда тоже все равно было непонятно. И тогда тоже, было очень мало людей. Но зато я сейчас только когда ждала вас, смотрела Facebook и увидела одного из наших клиентов. Тогда ему было 14 лет, а у него не было, оказывается, ни телефона, ничего. Но он увидел нашу растяжку, позвонил на городской телефон и успел только сказать: "Мне нужна помощь". Все, это только 2 слова. И мы обеспокоились. Мы стали думать, как его найти, как его найти, как его найти. Я говорю: "Ну, если он нашел номер телефона, значит, он увидел адрес. Давайте ждать". И он пришел. Он пришел. Это мальчик с очень тяжелой судьбой. Он сирота при живых родителях. Он брошен и приемной семьей, и дедушкой, и бабушкой. Ну, в общем, очень тяжелая судьба. Тогда он работал на базаре тачки. Помните, были тачкисты? Вот. И мы с ним проработали где-то 2 года. Мы его почти научили писать, читать. Он рассказывал, как он работал, сидел в сарае, работал у кого-то, и сквозь щелки в сарае смотрел, как дети идут в школу. И ам, имеющиеся у него там, там одна-две конфетки, он их берег до вечера, потому что когда дети возвращались назад, он выходил с этой конфеткой, звал их к себе, чтобы посмотреть книжки. Вот у него такая была тяга. Да, вот такие истории, да. И когда и он просто просматривал книжки. У него такая была тяга к развитию, к образованию. Вот. Но судьба его очень долго помотала, прежде чем он к нам попал. Ну, до того он не т я не скажу, что мы только ему помогли, до того что-то где-то он какие-то услуги получал. Но, и тогда я поняла, что не зря. Вот тут мы сидим не зря. Пусть он один у нас такой, пусть мы только на него все силы бросили, потому что вот только вокруг одного клиента, почему бы, да, не поработать. Вот и сегодня, наверное, будет неэтично говорить, кто это и как это, но я вижу, что он достаточно успешный молодой человек, уверенный в себе, не боящийся камеры, не боящийся ничего, да, и это классно. И тогда я подумала: не зря, мы не зря здесь находимся, значит, есть смысл в нашем существовании. Не зря мы получаем эту заработную плату и так далее. И вот из таких, историй, нечастых пусть, складывается наша работа. И такие истории помогают нам двигаться дальше, и они нас вдохновляют на какие-то другие идеи. Да, мы думаем, как бы расшириться, как бы еще что-то сделать такого, чтобы, а, не сидеть здесь зря. Вот вот просто. Это просто. Вот чтобы просто чем-то заниматься, давайте что-то придумывать новое, и через вот это новое мы получаем вот такие истории успеха. Очень трогательная история на самом деле, да. Мне даже вначале было очень сложно слушать, а, но это не только вас вдохновляет. На самом деле, вот вы рассказываете, это вдохновило меня, и я уверена, что это вдохновит наших, зрителей и зрительниц тоже. И очень классно, что вы делитесь, вы рассказываете. Это ж тоже информирование о том, что есть вот такая организация, которая может помочь тебе, если кто-то, да, может быть, какой-то ребенок, да, который нуждается в помощи, может обратиться в центр и получить, достойную помощь или же поддержку, да. И на самом деле ваша деятельность, требует смелости и огромного сердца, потому что без, сердца, без, смелости тяжело, работать и, быть постоянно на плаву, потому что это и эмоционально тяжело, да, и физически. Ну, мы же очень восприимчивые люди, и поэтому, вам благодарность. Я знаю, что вы также занимаетесь, информированием, рассказываете девочкам, да, о безопасности, а, как быть, если вдруг, произошло какое-то происшествие, или же девочка или девушка столкнулась
каким-то неприятным, кейсом, да, или в ситуацию неприятную, да, попала. Как говорить, как А действовать? на самом деле обеспечивать безопасность это несложно. Просто нужно об этом знать. Мы говорим как самим девочкам, так и родителям. Кстати, с родителями мы тоже работаем очень много, вплотную, учим их тому, как обеспечивать эту самую безопасность. Поскольку вообще, если мы заговорили о родителях, позвольте мне сказать пару слов. А вот когда мы обеспечиваем ребенку вот это самое чувство безопасности, тогда человек может как личность развиваться дальше. Но до тех пор, пока у меня нет внутри безопасности, я не могу думать ни о м, там, уважительном отношении ко мне, ни о дружбе, ни о любви, ни о саморазвитии. Вот сейчас очень многие родители говорят: мой ребенок не хочет учиться. Мальчик или девочка, не важно. Почему он не хочет учиться? Потому что у него нет внутри чувства интереса, любопытства нету. Почему у его нету этого чувства? Потому что где-то не восполнена вот эта потребность в безопасности. Только спокойный ребенок, только уверенный ребенок в себе, в своих родителях, в своем тыле, только тот ребенок может развиваться. Поэтому я всегда говорю, это просто. Вот, например, усвоить правило 3К. Что это такое? А, Когда ты куда-то уходишь, сообщи, куда ты идешь. Первое К. Куда идешь? Сообщи своим родителям, с кем ты идешь или кто тебя там встретит. Второе К. И третье, когда ты вернешься. Все. Мгм. Я иду к подруге на день рождения, она меня встретит вместе с родителями и проводит, и я вернусь в 8. Все. Если что-то из этих правил, что-то меняется, какие-то обстоятельства, ну, например, вы решили пойти не к подруге домой, а в кафе, перезвони. Скажи: "Нет, мы решили, оказывается, что день рождения будет то есть в кафе, а не дома. Что нас будет там не двое, а четверо, еще кто-то присоединяется. И что я, оказывается, не в 8 приду, а в 9". Все. И это дает твоим родителям уверенность в том, что все хорошо до 9 часов. После 9, если что-то случится, то вовремя нужно, забеспокоиться и начать какие-то действия, да, потому чтобы узнать, где находится мой ребенок и что с ним. Это ведь легко? Это легко. И это можно обучать вот прям, с детсадовского возраста, когда ребенка отпускают на площадку и объясняют ему, да, что куда ты идешь? Ты можешь играть только вот в этом квадрате, да, ты можешь играть только с детками и, допустим, если есть мама этих деток и больше никто, и ты возвращаешься, когда я тебя позову. Вот таким образом это входит в привычку и в привычный образ жизни, что нужно всегда предупреждать и всегда держать в курсе событий своих родных для того, чтобы обеспечить прежде всего свою безопасность. М. То есть, здесь, дети, девочки, мальчики, независимо, да, в первую очередь должны осознавать о том, что безопасность — это ну, как бы ответственность твоя, да, твоя безопасность, твоя ответственность. Конечно. И для того, чтобы обеспечить, безопасность себе, нужно соблюдать определенные, ну, как, например, э, правило 3К, Ага. да. И на самом деле это база, да, можно сказать. Это база, да. Да. Спасибо вам вот за это слово, буду применять его, это база. Но кроме этих правил есть еще другие правила безопасности, поскольку мы больше как бы фокусируемся на вопросах, например, половой безопасности, то мы говорим и об этом. И там правила тоже абсолютно простые. Мы учим родителей учить своих детей, например, правилам нижнего белья. Вы слышали о таком? Нет. Что это? Правило нижнего белья это очень просто, что мы внушаем своим детям, что все, что находится у тебя под нижним бельем, а это маечка и трусы, это зона, к которой никто не прикасается, которую никто не обнажает, на нее не смотрит. И если даже кто-то пытается это сделать, то ты обязательно должен сообщить своим родителям, что кто-то пытается это сделать. М. Это первое в этих правилах. Эти правила также гласят о том, что есть хорошие прикосновения и есть плохие прикосновения. И их тоже можно просто различить.
Если от прикосновения тебе весело и радостно, например, учитель похлопал по плечу ученика и похвалил его, ты делаешь успехи, молодец. Или ты здороваешься с друзьями, да, за руки, это тоже очень хорошее прикосновение. Или подходит к тебе какой-то, ну, мама и гладит тебя по головке, это классные прикосновения, от которых не только дети, даже взрослые, да, получают, ну, какую-то поддержку, силу. Но есть прикосновения, от которых тебе плохо, от которых ты чувствуешь себя как-то не очень удобно, которые тебя сковывают и даже пугают. И это называется нехорошее прикосновение. И если такое случается с тобой в жизни, или если тебе кто-то об этом рассказал, то это обязательно нужно сообщить. Об этом обязательно нужно сообщить взрослым. Что еще? А, Сюда входит правило того, что ты имеешь право сказать, всегда имеешь право сказать нет. Нет на то, что тебе не нравится. Нет, мне это не нравится. Нет, я это не буду делать. Нет, я не буду это пробовать. Нет, это не мое и так далее. Вот это очень простые правила, правда ведь? Да, да. И этому можно обучать. Да, на самом деле очень важно, да, говорить о безопасности, но безопасность, есть определенный инструмент или же правила, да, которые нужно будет использовать или же соблюдать для того, чтобы быть постоянно в безопасности. И очень такой интересный момент, то что да, мы должны об этом постоянно говорить, разговаривать и с детьми, и со взрослыми, да. Но есть один особенный день. Это дата, Международный день девочек, ежегодно отмечается 11 октября 11 октября и активно в Караколе в том числе, да. И какие мероприятия вы обычно проводите в рамках этого дня? вот этот день, он еще не везде у нас отмечается в Кыргызстане, к сожалению. Нужно его популяризировать, информировать об этом. У нас в Караколе он отмечается третий год. А, В первый год мы его отмечали в рамках проекта. И это был грандиозный праздник. Этому предшествовало сначала обучение равных тренеров девочек. Мы обучили вот этим самым правам, вот этим самым правилам, которые они должны потом были понести в свои школы для младших своих подруг, для младших школьников. И потом, в итоге, все школы у нас собрались на площади и узнали, что такое День девочек. Вы знаете, это было такое эмоциональное мероприятие. Первый раз в городе, когда девчонки, они реально радовались. Они радовались от счастья, что этот праздник посвящен им. М. Да? И мы здесь не говорим о 8 марте, да, 8 марта, да. Чаще всего у нас, в обществе воспринимается как, купил цветы, подарил, и на этом, все, да. На этом все. Да. А мы здесь говорим про то, что есть голос, что есть права, что есть, что нужна помощь, потому что есть девочки, которые находятся в, тяжелой ситуации, да, которые переживают насилие, да, и так далее. Да, действительно, это действительно праздник, который направлен на то, чтобы показать, во-первых, самим девочкам, да, что есть сила в них самих, а во-вторых, чтобы и общество, местное сообщество увидело, что действительно ведь у девочки есть проблемы, и мы должны этому помогать. Да. И вот здесь, как раз таки, очень интересно еще послушать про ваш проект, "Санаим", где вы помогаете женщинам, да, девочкам, встать на ноги, которые могут, зарабатывать, да, которые пришли к вам за помощью, а в итоге они, уверенно стоят экономически в первую очередь, наверное, да, на своих ногах. Вот расскажите про этот проект, так интересно. Спасибо, что вы напомнили. Ну, вот как я уже начинала говорить, что очень часто к нам приходят женщины, пострадавшие от насилия, и таким образом наша целевая группа расширяется. И каждая вторая говорит о том, что вот жаль, что я вот уже ну, вот вышла замуж и все такое. Если бы я была девочкой, если бы я знала, да, что-то, когда еще была девочкой, то было бы, ну, наверное, может быть, я жила бы по-другому. Ну, что делать? Что делать? Все равно надо как-то продолжать жить. И очень часто я задаю вопрос, что вас удерживает рядом с мужем-насильником?
почему вы, да, вот что вам мешает Уйти, освободиться, да? уйти, просто уйти, уйти, обезопасив себя и своих детей. И очень часто говорят: ну как же я буду жить, я ведь не работаю, у меня столько кредитов, у меня, ну вот очень многие вещи завязаны вот на материальной основе. И тогда мы подумали, а что если замахнуться на вот такой проект, где мы а, ну, как бы создадим, да, социальное предпринимательство, если мы начнем создавать рабочие места. И вот тут я хочу теперь уже поблагодарить нашу местную власть, нашего губернатора тогда, это 2 года назад было, который договорился с катарским фондом, по-моему, и нам были предоставлены швейные машины. Нам сказали: вот вы хотели, вот, пожалуйста. И я, конечно, была очень рада, но оказалось, в жизни все очень гораздо сложнее. Запустить швейный цех — это не очень просто. Нужны специальные бизнес-знания и так далее. Ну ладно, это речь не об этом. Я хочу сказать, что за 6 месяцев у нас проработали не постоянно, но где-то более 20 женщин. Они приходят и уходят. Сейчас есть костяк из 8 женщин, которые вот через наш проект улучшают свое материальное положение. В неделю они зарабатывают от 5 до 10 тысяч сомов. И мне кажется, это хорошее подспорье. Сейчас мы производим даже свою продукцию. Это платья и футболки. И вот сейчас мы смогли закупить ткани на то, чтобы шить уже такую интересную одежду для молодых людей. Она из льна, она экологичная, дышащая, удобная. А, Возможно, как это можно увидеть, кстати, на нашей странице, инстаграм-странице, да. Да. Поделитесь, как называется страница, чтобы, если вдруг кто-то хочет поддержать или же приобрести ваш продукт, да, или, может быть, это организация, которая хотела бы, да. Это было бы здорово. Спасибо вам за такую возможность. Наша страница называется Сан Аим, и наш слоган «Каждая женщина — солнце». Мы предполагали, что действительно женщина в своей семье всегда солнце, она источник тепла, света, и наш проект посвящен только женщинам. Мгм, мгм. А, есть ли истории, которые лично вас тронули, вот как раз-таки, когда вы работали с женщинами или с девочками? На совсем небольшие деньги пригласили успешную женщину-клинера из Бишкека тоже и обучили там, ну, 10, наверно, женщин, клиентов нашего центра. Просто тому, как правильно производить уборку и как о себе заявить, чтобы их услуги были востребованы. И вот из этих обученных женщин одна из них, она оказалась очень настойчивой. А, Она все время приходила к нам и приходила. Даже когда закончилось обучение клинеров, она приходила, просила а, научить ее говорить, научить ее не стесняться. Она приводила своих девочек к нам, дочек, у нее 5 детей. Она была настолько настойчива, что мы с удовольствием ей стали предоставлять все, что мы умеем, все, что у нас есть. Стали ее рекомендовать в различные стартапы, вот да, в программы для начинающих бизнес предпринимателей. И на сегодня, в прошлом году, она была признана, а, вошла, то есть в десятку, топ десятка самых успешных женщин-предпринимательниц Кыргызстана. Для Но нас, это конечно, да. круто. Да, для нас это круто. Она до сих пор остается. Она уже член нашей команды. Она уже занимается менторством. Она менторка наших девочек. Она выступает на наших мероприятиях. Она делится своим жизненным опытом, который был тоже весьма и весьма нерадостный. И как она разрешила мне об этом говорить. И она сама говорит: если раньше я ждала, когда вот, ну, кто-то поможет, да, когда мне приносили там одежду или продукты, я очень была счастлива в эти дни. Сейчас я счастлива тем, что это могу делать сама. Это здорово. И я также надеюсь, ожидаю, что и в нашем швейном цехе обязательно будут такие женщины, которые поверят в свои силы, которые закроют свои уже материальные потребности и захотят
идти дальше. Я очень на это надеюсь. Но на самом деле история, вашей героини, вдохновляет. То есть, находясь, да, в тяжелой ситуации, она добивалась настойчиво, упорно, да, своего, и в итоге она уже делится своими достижениями окружающим, да. То, что она и в качестве менторки, которая может поделиться. Это самое классное, мне кажется, то, что она делится, а, своими достижениями. Мгм. Не про то, что рассказывает, а про то, что она помогает другим, достигнув вот этого, ну, определенного уровня, да. И, что вот вам помогает вставать утром, делать вот эти все, а, сложные, да, и морально, психологические, вещи, и при этом иметь вот этот позитивный настрой, да? Что вам помогает помогать другим? Что мне помогает помогать другим? Вопрос, конечно, кажется простой, но я думаю, просто долг. Я просто встаю утром и понимаю, что я хочу идти на работу. У меня никогда не бывает такого, что надо идти на работу или нужно сделать, потому что я знаю, что там есть хороший коллектив, что у нас всегда есть идеи и простор для творчества. И есть успешные истории, которые мы всегда, о которых мы вспоминаем, когда нам особенно тяжело. Ведь не все истории заканчиваются хорошо. Это нужно признать. Не всегда у нас хватает компетенций, сил или ам, эффективности вообще вот во взаимодействии, да, между всеми, кто вовлечен в защиту детей. Не всегда это срабатывает, не всегда получается. Иногда у нас опускаются руки. Но в этот момент важно помнить, что и успешные истории есть, и есть сотни других, кто хочет увидеть это, услышать и узнать. И для них мы и работаем. Я думаю, что мне по утрам помогает вставать то, что у меня есть хороший коллектив, у меня есть хороший опыт, и у меня есть определенные ожидания от нашей совместной работы. Наверное, так. Благодарю, Белла, за такую трогательную и, полезную историю. Спасибо за честные ответы. И если вы хотите, можете передать какие-либо слова, пожелания нашим зрителям и зрительницам. Спасибо. Спасибо тоже за вот такую возможность, за такую площадку, где можно было свободно говорить и делиться чем-то. Я очень благодарна за это вам, Дус, за ваше теплое сопровождение. И, пользуясь случаем, я, конечно, бы хотела обратиться ко всем девочкам, кто сегодня, кто увидит это, услышит. М, Не бойтесь оставаться собой. Не бойтесь каких-то сложностей и преград в жизни. Жизнь — это не такая штука, это не поле, да, перейти, как говорится. Но всегда знайте, что до того, как вы найдете внутреннюю опору, если вдруг ее потеряли, можно найти опору вовне. Не бойтесь просить о помощи. И наш центр помощи детям ТРЕК создан специально для вас, для того, чтобы в любой момент вы могли с любой своей проблемой, с любой своей задачей обратиться к нам. Благодарю. Пожалуй, все. История Беллы Капаровой — это не просто история о помощи. Это история о том, как один человек или одна организация может стать якорем безопасности, ам, поддержки и роста для целого народа. Спасибо за вашу силу, за вашу веру. Ну а мы с вами прощаемся и встретимся в следующем эфире. Сегодня с вами была я, Кундуз Джекшенкызы, и наша гость Белла Капарова.